Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 10 ноября 2020 года, вторник. Посмотрим, что в этот день ждет. Семерка жезлов, карта дня. Что будет помогать? Снова семерка кубков только. И восьмерка мечей будет мешать. Итак, семерка жезлов – это у нас карта, которая говорит о том, что мы сегодня можем чего-то важного добиться, что-то важное добиться в своей жизни. Эта карта у нас всегда показывает желание вот нашего именно личного какого-то превосходства, достижения, показать себя, решить вопрос самостоятельно, сказать свое слово, да, чтобы нас услышали. Вот как-то очень такая большая потребность у нас будет именно показать себя, свою индивидуальность. И эта карта говорит о том, что нам это будет удаваться в большинстве случаев. Здесь мы действительно можем себя проявить, свои самые лучшие качества. Мы можем помочь другим людям. Особенно вот эта карта хорошая, как хороший результат дает, когда мы с каким-то коллективом действуем в направлении одной какой-то выбранной цели. И естественно, что мы тут в лидерской позиции, да, мы, естественно, добиваемся того, что мы хотим, мы себя показываем, но вот лучше всего это будет, когда мы объединяемся именно с коллективом, с группой людей. Вот тогда будет действительно хороший результат. Также по этой карте могут решаться вопросы с детьми, с их обучением, какими-то кружками, увлечениями. В общем, что-то именно касающееся детей будет выходить на первый план, и мы тоже будем это успешно решать. Мы можем здесь думать о каких-то развлечениях. Ну, может быть, что-то будем организовывать на выходные, да, может быть, билеты какие-то покупать, может быть, готовить какую-то там прогулку, поездку. Вообще жезлы у нас очень любят куда-то в новые места выезжать, да, вот здесь вот как раз вот такое желание чего-то нового. Надоело все однообразие, надоела серость, хочется чего-то яркого, хочется радости, хочется счастья. И вот мы все, что сегодня делаем, это как раз вот из этого желания, да, что нам что-то по-новому начать нужно делать, что-то новое начать, себя по-новому показать. Вот это вот основная такая движущая сила у нас будет. Также здесь хорошее время для того, чтобы строить отношения, знакомиться с новыми людьми, достигать хороших результатов в спорте, выигрывать что-то. Если лотерея была у вас раньше куплена, может быть, для кого-то это будет выигрыш. Также карта говорит о том, что сегодня мы можем покупать какие-то вещи для спорта, допустим, да, или тренажеры, или, может быть, просто пойдем в тренажерный зал, прям вот очень нам захочется энергию скинуть свою. Также здесь может быть ситуация опасная для нашей головы, да, то есть можно удариться головой, можно, ну, в общем, можно в какую-то ситуацию критическую попасть из-за нашей спешки, из-за того, что мы там не смотрим по сторонам, допустим. Также здесь может быть еще ситуация с такой конкурентной борьбой, очень активной. Да? Может быть, появятся действительно конкуренты, соперники, люди, которых нам захочется превзойти. И вот сегодня как раз мы будем этим заниматься. Но, честно говоря, сегодня день, когда как-то мы изменим себя, может быть, это чисто внешне произойдет, может быть, мы будем в глазах других людей по-другому выглядеть, потому что вот особенно как-то сегодня действуем. В общем, какое-то новое я сегодня проявится, да, новое лицо наше. Также карта очень хорошая для смены имени, да, может быть, кто-то будет менять фамилию, там, получать документы с измененной фамилией. Хорошее время для того, чтобы навещать парикмахера, что-то делать, какие-то процедуры с лицом со своим. Это все будет очень благоприятно. Что будет мешать? Будет мешать семерка кубков. Семерка кубков может давать излишнее желание, когда мы хотим все и сразу, и не можем вот сфокусироваться на чем-то одном, разбрасываемся, да, энергия разбрасывается, и поэтому можно цели не достичь.
А семерка кубков очень часто связана со взаимоотношениями, да, когда мы не себя слушаем, а слушаем чужое мнение. Вот это может быть вредно для нас. Еще эта ситуация говорит о том, что вот мы добиваемся чего-то важного, нужно обязательно, чтобы наши партнеры, люди, с которыми мы вот вместе живем, с какими мы хорошо общаемся, наши друзья, да, чтобы они нас поддерживали. Это будет как знак того, что мы не ошибаемся, мы действуем в правильном направлении. Что будет мешать? Восьмерка мечей. Будет мешать привязанность уже к какому-то результату, когда мы не решаемся на новое, когда мы боимся себя показать, когда мы боимся слова сказать, да, мечи у нас это всегда наши слова, наши мысли, выразить что-то вслух. Восьмерка мечей все-таки у нас карта, связанная со свободой, да, когда мы не даем себе вот свободы быть собой. Посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта старшего аркана мир. Вот при инициативных наших каких-то действиях, да, мы можем встретить свою половинку сегодня. И только обязательно здесь проявлять себя нужно. Для тех, кто уже в паре, еще один старший аркан императрица. Просто замечательные карты для отношений сегодня выпадают. Действительно, тут такое состояние комфорта, любви, заботы, каких-то, может быть, подарков получения, приобретения чего-то важного, красивого. Хорошее время для того, чтобы провести его в кругу семьи, какой-то, может быть, семейный праздник организовать. А может быть, это для мамы какой-то важный день у кого-то, да, может быть, именины, день рождения или еще что-то важное. Но в любом случае императрица, она всегда у нас показывает, знаете, такое внешнее изобилие, достаток, плюс чувство защищенности, когда мы в своих отношениях вот чувствуем себя на своем месте, когда мы получаем уважение, когда мы можем договариваться, решать любые вопросы, вот, связанные с отношениями абсолютно. То есть самая замечательная карта, вот какая только есть. Если у вас какие-то проблемы в отношениях, то может появиться такой человек, вот ваш союзник, поддержка вам, да, который поможет наладить вам как-то отношения. Для тех, кто в ссоре, давайте посмотрим карту. Карта смерть выпадает. Ну, здесь, смотрите, в любом случае здесь какая-то перемена большая будет. Это может быть и расставание, да, то есть вы уже не сможете помириться. Если этот человек действительно не ваш, посмотрите, в отношениях три старших аркана. Очень такой серьезный день для отношений. И если, допустим, у вас отношения все-таки с подходящим человеком, тогда придется что-то менять, причем коренным образом, да, менять поведение, менять подход, способы взаимоотношения, все это нужно будет делать, если вы хотите, чтобы этот человек был с вами рядом. А может быть, даже вынуждены будете меняться, даже если не хотите, потому что человек вам дорог. Давайте посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, десятка пентаклей, ну, замечательная карта, и работа будет, и денежки будут хорошие за работу. Давайте посмотрим те, кто уже работает. Пятерка мечей. Ну, конфликтный день, но здесь, скорее всего, из-за того, что какие-то перемены происходят. Может быть, перемены в перестановке какие-то в коллективе, руководящие должности могут меняться. Может быть, обучение какое-то требуется, приобретение нового опыта. Может быть, работа с новой техникой или еще что-то такое. Здесь вот может быть сложный день, потому что все новое. С новым всегда тяжело работать. И в основном вот эта карта, она показывает проблемы во взаимоотношениях. То есть мало того, что у вас ситуация сложная, да, еще и к этому примешиваются конфликты в отношениях. Сегодня нужно прям очень осторожными быть и стараться договариваться, да, дипломатию проявлять. Вот по этой карте, по семерке жезлов, нужно быть лидером, нужно брать на себя ответственность, но при согласии с коллективом, да, а будет хотеться, наоборот, поспорить, поссориться, и могут быть плохие последствия этого. То есть вот пятерка мечей, она
такой как бы перекресток всегда. Мы можем либо ухудшить ситуацию, либо улучшить, прям вообще на новый уровень выйти. То есть вот если сегодня сдержаться и не поссориться, будет очень хотеться, вот вы сможете улучшить свои позиции вот именно в своей деятельности, в карьере. Для тех, у кого свое дело, двойка мечей. Но здесь ситуация, которая говорит о том, что могут быть какие-то задержки, могут быть какие-то сложности, непонятности, тайны, которые вы никак не можете узнать, да, не можете до этого докопаться, скажем так. Кто-то что-то от вас может скрывать. Или может быть ситуации задержек, когда вот нужно срочно решать вопрос, а то одно мешает, то другое, да, то одного нет, то другой не слышит, то еще что-то такое. То есть могут быть какие-то такие сложности, трудности. Может быть проблема в поездке. Это астрологическая карта у нас Луна в Близнецах. Могут отменяться поездки или могут откладываться они. Проблемы с покупками билетов, проблемы со связью. Или никак не можете договориться с людьми, с которыми вот раньше никогда не было проблем в общении, да. То есть вот много таких вот ситуаций сложных, связанных с общением и с передвижением, может быть, с получением информации нужной. Давайте посмотрим финансы. Для тех, кто на зарплате. Карта звезда. Но это карта будущего, то есть сегодня, может быть, вы и не получаете какой-то дополнительной суммы, но это какая-то новая полоса для вас в финансовом плане открываются, и результаты будут в отдаленном будущем. Но вот все равно будет улучшение обязательно по финансам. Но не сейчас, да, не сегодня. Для тех, кто своим делом зарабатывает, рыцарь мечей. Но здесь от вас, конечно, зависит, что будет в этой сфере жизни происходить. Вообще рыцарь мечей, он у нас очень быстро действует. Да? То есть если вы успеваете все-таки решить какой-то вопрос важный для себя, закончить работу с каким-то клиентом, оформить какие-то документы, решить какие-то, в общем, проблемы, которые вот сложные у вас были, то вы получите доход обязательно. Рыцарь мечей – это у нас вообще карта коммерческая, да, то есть для того, чтобы заработать, придется очень много вложиться, очень много усилий потратить, но денежки здесь могут быть. Здоровье давайте посмотрим. Шестерка пентаклей для здоровья очень хорошая карта. Карта как раз Луна в Деве, да, когда мы в чем-то себя ограничиваем, стараемся питаться какими-то простыми продуктами, когда у нас какая-то особенная диета для здоровья, да, когда мы заботимся о своем режиме, да, то есть карта говорит о том, что в принципе у нас все в равновесии здесь со здоровьем. Если же нет равновесия, да, если вы питаетесь плохо, если неправильный режим дня, вот тогда может быть вот именно из-за этого проблемы. Когда вот мы мало внимания уделяем своему здоровью. Давайте посмотрим, чем закончится день. Десятка мечей. Все проблемы позади остаются. Сложный день в плане общения, информации, может быть, большого количества дел каких-то, которые нужно закончить. И, может быть, мы действительно в конце будем себя чувствовать дня выжатыми, как лимон. Но мы здесь заканчиваем дела, которые нас долгое время беспокоили. И уже с завтрашнего дня какой-то новый цикл в нашей жизни начинается. Десятка мечей – это у нас карта освобождения, да, когда мы, ну, несмотря на то, что устали, мы чувствуем вот внутреннюю какую-то радость от того, что вот все закончилось, то трудное, тяжелое, что выбивало из колеи, что не давало спокойно жить. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.